Во второй Сунжинской школе прошла акция под названием «Фруктовый сад». Ее провели агрономы ингушского филиала Россельхозцентра. Специалисты рассказали и показали ученикам, как нужно сажать осенью плодовые деревья и как за молодыми саженцами нужно ухаживать. После юные агрономы смогли принять участие в посадке сливы, яблони и вишни. Принять участие в акции мог любой желающий. Перед началом ребят ждал короткий инструктаж и выдача инвентаря. Дальше взялись за дело. Посадить дерево – задача несложная, но ответственная. Лунку нужно подготовить так, чтобы в ней свободно могла поместиться вся корневая система саженцев. Затем почву необходимо увлажнить, и лишь после этого можно сажать дерево. С этой задачей учащиеся Сунжинской школы номер 2 справились на отлично. Пандемия немножко внесла некоторые коррективы в наш график, и то, что мы планировали изначально еще весной этого года, у нас немножко сместилось на осень. Сейчас вот мы занимаемся посадкой плодовых деревьев. Условно мы назвали свое практическое занятие «Фруктовый сад». Здесь сегодня высаживают ребята яблоню, 2 вида, грушу, черешню и сливу. Участие в подобных акциях является важным шагом в развитии нравственного и экологического воспитания школьников. Прививать любовь к природе и объяснять важность бережного отношения к ней нужно с ранних лет. Сейчас, к сожалению, в наше время очень мало уделяется внимания привитию любви к сельскому хозяйству, к земле. Это тоже в какой-то степени идет воспитание с детства. Вот. И получилось так, что мы попали вот на это мероприятие, именно на посадку фруктовых деревьев. И, как выяснилось, это не однодневная у вас акция, не чисто для телевидения. Это у вас проходит регулярно. По итогам акции было посажено несколько деревьев. Свою поддержку в проведении данного мероприятия оказал Россельхозцентр. Магомед Дилоев, Рамзан Ахильгов, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.